Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Месяц Раджаб – это месяц Всевышнего Аллаха Тааля. Следующий за ним месяц – Шаабан, месяц пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И достопочтимый месяц Рамазан – месяц уммы, месяц мусульман, месяц именно нас с вами. Аллах Тааля месяц Раджаб выделил своей благостью. Ученые говорят, как раз также в риваятах говорится, что месяц Раджаб – этот месяц, когда мы сажаем, начинаем сажать наши посевы, зерна. Говорят, что весною один день весны может кормить целый год. То же самое и один день месяца Раджаб может заполнить благостью последующие месяца. Старание месяца Раджаб, тот фундамент, который мы закладываем в этот месяц, он очень-очень важен. Потому что потом приходит месяц Шаабан, а потом уже в месяц Рамазан мы уже пожинаем плоды. Духовность – это важный путь. И наш духовный рост зависит от наших стараний не в определенную секунду, а постепенное наше развитие. То же самое и в месяц Раджаб, как раз пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, месяц Раджаб выделяется от остальных месяцев, подобно тому, как выделяется Коран от остальных книг. Представьте значимость. Шаабан выделяется от остальных месяцев, подобно тому, как выделяется пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, от остальных посланников Божьих. И месяц Рамазан выделяется от остальных месяцев, подобно тому, как выделяется Творец, Создатель всего сущего от остальных созданий. В этом хадисе показывается значимость этих месяцев. И от того, насколько мы готовы постараться как можно больше сделать добрых деяний, увеличить свой пост, например, в первые 3 дня, в середине месяца и в конце месяца, каждый четверг и понедельник выделяя постом ради довольства Всевышнего, помогая нуждающимся, получая благодатные знания, мы приближаемся к Творцу. Мы сажаем зерна добра, которые нас впоследствии приведут к счастью в обоих мирах, и в этом, и в следующем мире. Поэтому, дорогие друзья, давайте стремиться провести этот месяц в благости. Пусть Аллах Тааля сделает этот месяц благодатным. Пусть этот месяц, Раджаб, будет тем месяцем, который будет нас радовать и в этом мире тем, что мы его провели в благости. И увидев итоги этого месяца, чтобы мы радовались и в следующем мире. И гордились поступками, деяниями, убережение от грехов, стремление к благим деяниям пусть радует нас и в этом, и в последующем мире. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.